Дети с ментальными и физическими особенностями испытывают настоящий стресс и страх в стоматологическом кабинете. Теперь маленьким пациентам не страшен звук бормашины. Зубы лечат под наркозом, причем сразу несколько. Никакого страха и слез. Ребенок спит и не чувствует боли. В прошлой неделе лечили ребенка, ему было 5 лет. Мы вылечили ему 10 молочных зубов. Это все время у нас обошлось, на все это обошлось 3,5 часа. Но мы полностью просанируем. Ничего мы не оставляем на дальнейший этап. И на сегодняшний день мы каждого ребенка, которого принимаем, мы полностью санируем. Санируем от лечения до удаления. Плюс еще, если необходимо, то мы привлекаем других специалистов, таких как ортодонтов, которые могли проконсультировать. Детский кабинет стоматологии оснащен необходимым оборудованием для паллиативных детей. Как говорят специалисты, в сон малышей вводят при помощи безопасной анестезии. В кабинете есть и палата пробуждения. Это прорезывание молочных зубов и с момента их заражения кариесом, разрушенности зубов. Препарат, который мы используем для детей, это препарат Севаран, он абсолютно безвреден, его используют во всем мире. Это препарат, его даже применяют с первых месяцев рождения детей. Раньше лечение зубов под общим наркозом в частной клинике обходилось родителям недешево – в несколько десятков тысяч рублей. Теперь совершенно бесплатно по полису ОМС. У меня особенный ребенок, аутист. Мы лечили зубы у Микиева Аслана и довольны очень лечением. Раньше мы тоже делали лечение, только у нас платное было лечение и дорогое, конечно, в клинике. А потом на нас поставили в очередь, и сказали открытый бесплатный кабинет, и нам вылечили почти все зубы. На лечение он тяжелый сам по себе ребенок. Вот сделали нам анестезию, Севаран, по-моему, называется. И все хорошо прошло, без осложнений, конечно. Постоянно в клинике платной клинике основной حول جواب أخذ بها ديك под наркозом тогда я хочу лечить я Сначала ребенок получает консультацию у стоматолога, а перед наркозом сдает необходимые анализы. Важно до процедуры отказаться от пищи и воды. Также перед всеми манипуляциями маленького пациента осматривает реаниматолог. Мы их полностью обследуем. При необходимости делаем дополнительные методы обследования, это рентгенограмма, ОПТГ. Составляем план лечения, что мы будем лечить. После этого ребенок проходит ряд обследований. Это общий анализ крови, кровь на свертываемость, а также ЭКГ. После этого консультируется с врачом-педиатром. Врач-педиатр нам дает уже рекомендации и указания на дальнейший наркоз. Кабинет стоматолога для детей с ОВЗ открылся в поликлинике Сунжи не так давно. Здесь уже успели принять более 20 пациентов. Задачу открыть такие кабинеты в регионе поставил Махмуд Али Калиматов. Была очень такая приятная неожиданность, что у нас можно бесплатно вылечить зубы, потому что только выехав за пределы, можно было эту процедуру организовать. Несмотря на то, что мой сын был очень такого раннего возраста, ему так очень персонально оказали эту помощь медицинскую, провели целую операцию под общим наркозом, вылечили ему все зубы. Детям нужен особый подход. Порой бывает то, что дети вообще не открывают полости рта, даже и идти к стоматологу боятся. Почему? Потому что страх у них зарождается еще в детстве. А дети с особенностями – это вообще отдельная тема. Почему? Потому что они не могут и высказаться, что у них болит, страдают месяцами, годами. У нас много таких родителей, которые не могли понять, почему плачет их ребенок. Сегодня на учете в регионе стоят около 1800 детей с ограниченными возможностями здоровья. Им нужен особый подход в лечении. Тамара Хажагульгова, Мухаммад Индиев, Магаз 24.